Алхамдулиллахи, вассалату вассаламу алейхи аджма'ин, амма ба'д. Продолжаем толкование некоторых выборочных аятов из книги Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, Священного Корана. И сегодня прочтем последний аят из суры Az-Zumar, толпы. Последний аят из суры Az-Zumar, толпы. На вчерашней из суры Ясин, на который указал Всевышний со следующего. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в суре Az-Zumar, 68 аят, говорит: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. И подуют в рог, после которого умрут все, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого пожелает оставить Аллах. Нуфиха фис-сур, дуновение в рог, говорит Всевышний Аллах. Слово рог мы знаем, и в старину рог использовался для подачи разных звуковых сообщений, скажем, да? И здесь используется слово сур, рог, в который также будут дуновения. Однако, как этот рог выглядит, каков его облик, знает лишь Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля и некоторые из его приближенных рабов, среди которых ангел Исрафиль, который и ответственен за это. С самого сотворения небес и земли ангел Исрафиль ждет повеления Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы дунуть в этот рог. И этот рог настолько величественный, что от его звука во всей вселенной погибнет все живое, кроме тех, кого пожелает оставить живых Всевышний Аллах. Касательно того, кого же не затронет дуновение в рог, ученые разошлись во мнениях. Кто-то сказали, что это некоторые ангелы или же обитатели рая, как Хуруль-Айн, Гури и Уильдан, и юноши, которые там прислуживают. То есть ученые разошлись во мнениях. Однако истина в том, аят указывает на то, что при первом дуновении в рог все погибнет, кроме некоторых творений, которых Аллах Всевышний Аллах пожелает оставить живых. Однако, как говорят муфассиры, если даже дуновение в рог не унесет их жизни, то впоследствии Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля их все равно умертвит, и последним погибнет сам ангел смерти. И тогда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля скажет: «Лиманиль мулькуль йоум», провозгласит: «Кому же принадлежит сегодня власть?» «Лилля», лишь Всевышнему Аллаху. То есть никто и ничто в этом мире не останется, и все те, которые мнили себя властителями в этом мире, превозносились и даже считали себя выше самого Всевышнего Аллаха, все погибнут, и ни у кого не останется власти. Лишь Всевышний Аллах один будет. И далее будет второе дуновение в рог, после которого ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Затем будет очередное дуновение, и вот они, творения, предстанут перед Аллахом и будут смотреть. Первое дуновение Всевышний Аллах всех погубит,
и второе дуновение, после которого воскреснут творения, люди заново. Их тела, в каком бы они положении, состоянии не были, может, от них ничего и не осталось вовсе, как мы привели историю, хадис на прошлом уроке. Лишь прах, лишь пыль осталась. Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, взрастит им новые тела, которые будут отличаться по своей, скажем так, по своим качествам, по своим сифатам. Они будут уже более крепкие, более сильные, настолько, что они будут способны выдерживать адское пламя и жар судного дня, когда солнце приблизится. Наши тела, которыми мы обладаем в этом мире, они слабы, они тотчас сгорели бы. Однако новые тела, которые будут воскрешены, они будут уже куда сильнее и мощнее. И к этим телам вернутся души людей. И все они предстанут перед Всевышним Аллахом, Субханаху ва Тааля, как приводится в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, нагими, босыми и необрезанными. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, произнес этот хадис, жена его, Аиша, радиаллаху анха, удивилась, как же так, у посланника Аллаха? Неужели все люди будут на одной местности, в одной площади, и мужчины, и женщины, и все будут нагими, без одежды? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ей ответил: все не так, как ты думаешь. В этот день каждый будет переживать лишь о себе. Его абсолютно не будет беспокоить, кто с ним рядом стоит, в каком он положении, одет он или не одет. Человеку не будет до этого дела. Ведь все, что его будет беспокоить, это то, как он будет отвечать перед Аллахом за свою прожитую жизнь. И вот будет очередное дуновение, и они предстанут, будут стоять и смотреть. Будут стоять. Отсюда и одно из названий судного дня — Яумуль Кияма, день стояния. Или как на татарском языке мы именно Киямат күні деп айтамыз. Это и есть смысл, день стояния. Люди предстанут перед Всевышним Аллахом и будут глядеть, будут видеть, янзурун, смотреть на все события, которые будут происходить в этот судный день, на все те ужасы, описывая которые Аллах Субханаху ва Тааля в Коране привел, что в этот день посидеют дети, в этот день сбросят свое дитя беременные женщины и оставят кормящие, увидев все ужасы этого дня. И вот люди предстанут перед Аллахом, и Аллах Субханаху ва Тааля будет их судить. Будет их судить за их жизнь, которую они прожили, за молодость, за имущество, откуда они его взяли и как расходовали, за знание, как они им распоряжались и действовали ли согласно этому знанию. За все будет отчет полный. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, когда будет спрашивать, Он приведет и свидетелей, как говорит: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. И когда люди предстанут, Всевышний Аллах говорит: земля озарится нуром, светом Всевышнего Аллаха. Земля озарится Его светом. И поставят книгу деяний. То есть каждому человеку вручат его книгу с записанными в ней деяниями, который не упускает ничего, ни большого, ни малого. Как воскликнут грешники в этот день: «Ма ли хада аль-китаби ла югадиру сагирatan ва ла кабирatan илля ахсаха». Что же это за писание? Оно не упустило ничего, большое и малое, все там засчитано, они скажут.
Есть деяния, есть поступки, слова, на которые человек в этом мире может даже внимания не обратить. Однако в судный день он увидит, что это было записано и все учтено, и за это придется отвечать. И когда людям дадут их книгу с деяниями, также будут приведены пророки, которые будут свидетельствовать о том, что они сполна довели послание Всевышнего Аллаха, они выполнили свою миссию и приведут других свидетелей за человека или против него, среди которых ангелы, которые записывают деяния, земля, по которой ступал человек, Коран, который он читал, и действовал он согласно ему или нет, и также само тело человека, органы будут свидетельствовать за или против человека. Его руки заговорят и скажут то, к чему он прикасался, возможно, из запретного и харамного имущества. Его глаза заговорят и скажут то, на что он смотрел, его уши заговорят и скажут то, что он слушал, и язык заговорит и скажет то, какие слова он произносил. И тогда человек воскликнет и спросит: зачем же вы свидетельствуете против меня? Они скажут: нас заставил говорить Всевышний Аллах, одарил нас речью Аллах, который одарил речью всякую вещь. То есть в этот день человек никак не сможет отвертеться. Во-первых, ему дадут книгу, где записаны все его дела. Во-вторых, приведут пророков, свидетелей, которые скажут, что как они довели послание Всевышнего Аллаха. И приведут большое количество свидетелей, ангелов, которые были всегда с человеком и записывали его дела, его слова. И также само тело человека будет свидетельствовать и расскажет все, что совершил человек. И далее Аллах говорит: وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, и между ними рассудят с истиной, по справедливости. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, и никому не причинят несправедливости. Каждый человек получит то, что он заслужил, и никто не будет наказан просто так, или же не получит наградой просто так. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, и каждая душа получит сполна за свои деяния. И Аллах, Он сведущий, знающий обо всем, что вы совершаете. То есть наряду со всеми свидетелями, которые будут приведены, сам Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, который знает лучше всех этих свидетелей все о человеке, который не забывает ничего, который не путается в своем знании, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля будет судить. И после суда люди разделятся на две группы. И вот Аллах приводит их. И когда они подойдут к этому месту, к аду, врата распахнутся. И хранители хазана, суровые, строгие ангелы, которые не ослушаются Всевышнего Аллаха, они спросят с презрением и обратятся к этим неверующим: «Алям я'тикум русулум минкум», разве к вам не приходили посланники из вашего числа? Разве к вам не приходили увещеватели и пророки? «Ятлюна алейкум аяти раббикум», они читали вам и довели до вас аяты Всевышнего Аллаха и Его послания. «Ваюнзирунакум ликаа йомикум хада», и они предостерегали вас, они предупреждали вас об этом дне, о судном дне. Они скажут: «Калу баля», да, приходили. «Валякин хаккат калиматул азаби аля аль-кафирин», однако наказание
для неверующих, оно стало истинным. И оно уже неотвратимо. Человек, если пока жил в этом мире, не исправился, не покаялся, то в тот день уже нельзя будет ничего поделать. Человек лишь получит то, что он заслужил. И им скажут: «Киля дахулу абуаба джаханнама халидина фиха», так входите же в двери ада и пребывайте там вечно. Фаби'са маthwаль мутакаббирин. И как же скверно, ужасно обитель высокомерных. Они возгордились, проявили высокомерие, не признали Всевышнего Аллаха и не поклонялись Ему, отстранились от этого. И лишь на себя они понадеялись в этом мире, и их исход, итог был таковым. Это первая группа, которых поведут толпами в адское пламя. Вторая же группа: «Васиqa аллазина аттақау раббахум иля аль-джаннати зумара». И тех, которые были богобоязненны, страшились своего Господа, совершали Его повеления, оставляли Его запреты, также поведут толпами, однако их поведут толпами в рай. И тут говорят ученые толпами, то есть людей разделят по разным группам: пророки, праведники, шахиды, те, кто постились, те, кто выстаивали ночные молитвы и так далее, и так далее. То есть в зависимости от того, к какому делу они были близки, в каких делах они преуспели, людей разделят по группам. И они подойдут к дверям рая. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. И хранители рая скажут: «Саламун алейкум». «Саламун алейкум». Мир вам. Они их поприветствуют. Так же, как мы приветствуем в этом мире друг друга: «Ассаляму алейкум», хранители рая поприветствуют верующих и праведных рабов Всевышнего Аллаха: «Мир вам, саламун алейкум». «Тибатум фадхулуха халидин». Вы были чисты, так входите же в эти врата и пребывайте там вечно. Касательно слова «тибатум», были чисты, очистились, есть несколько толкований. В первую очередь это очищение в этом мире от грехов. Ведь рай – это обитель чистоты, и в нее не войдет никто с грехами. И чтобы войти в нее, нужно заслужить прощение и очиститься от грехов. И в этом мире есть несколько путей очищения. Это совершение благих дел. Ведь «инналь хасанати юдхибна сайиат», благие дела, они стирают грехи. Второе – это терпение, когда приходят трудности, испытания, жизненные разные ситуации. Если человек преодолевает их с терпением, с сабром, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля прощает ему за это грехи. Даже заноза, иголка, которая воткнется в палец, если человек проявит терпение, это будет ему прощением грехов. И третий путь – это покаяние, прощение, просьба к прощению Всевышнего Аллаха. Так вот же человек, если в этом мире совершает данные поступки, очистится от грехов, ему скажут: «Салямун алейкум тибатум», мир вам, вы были чисты, входите же в рай. И также под очищением ученые говорят, это очищение от долгов и перед друг другом. Ведь когда люди пройдут сират, мост, после сирата до райских врат будет место, в котором они соберутся и будут уже с друг другом рассчитываться за обиды, за нарушенные права, за притеснение и так далее. Человек заберет свое право до этого.
И после этого, когда уже каждый друг с другом рассчитается, человек будет полностью очищен. То есть, пройдя сират, он права Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, значит, сполна, то есть права Всевышнего Аллаха совершил, не нарушил права Всевышнего, Аллах его простил. Однако, после прав Всевышнего Аллаха есть еще права творений, за которые мы тоже отвечаем. Кого-то ты оскорбил, кого-то унизил, кому-то совершил несправедливость. Если в этом мире не заслужить прощения, то в следующем мире, в судный день, человек этот придет и будет просить у тебя. А мы знаем, что в том мире уже не будет никакого имущества, чтобы вернуть, а единственная валюта для расчета будет это благие дела человека или же его грехи. И человек, которого ты оскорбил, унизил, придет в судный день и заберет у тебя твои благие деяния. И когда у человека совсем не останется благих деяний, то есть он настолько был дурным человеком, стольких людей он притеснял, люди придут, заберут у него все благие деяния, и когда не останется ничего хорошего, однако люди, которых он притеснил, еще останутся, они будут закидывать его своими грехами. И далее человек, который пришел, совершив благодеяние, выстаивая намаз, постясь, давая милостыню, он всего этого лишится и будет загружен грехами других людей. Почему? Потому что он был притеснителем, о ком-то клеветал, о ком-то сплетни вел, кого-то несправедливо обругал, оболгал, да, на имуществом кого-то посягнул и так далее. Все эти люди придут и заберут свое право в суде. Так вот же, после всего этого, после расчета Всевышнего Аллаха, после сирата, после местности, где люди рассчитаются с друг другом, после всего этого уже люди встанут перед вратами рая и им скажут: «Салямун алейкум». Мир вам, тибатум. Вы очистились, вы чисты, так входите же в этот рай. И они скажут: «Вакалу алхамду лиллахи аллади садакана ва'даху». Хвала Аллаху, который, слова которого и обещания которого правдивы. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. И Он сделал нас наследниками этой райской земли, и мы селимся в ней там, где пожелаем. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Как же прекрасна награда совершающих благие деяния. Как же прекрасна награда совершающих благие деяния. И вот эти две группы людей, на которые разделятся люди. Первые, которых толпами поведут, «Васиqa алладhina кафару иля джаханнама зумара». Толпами поведут в ад. «Вабикса маthва аль-мутакаббирин». И как же скверно их место пребывания. Вторая группа – это которые уверовали и очистились от своих пороков и грехов. «Васиqa алладhina аману иля аль-джаннати зумара». Их толпами поведут к раю. «Фани'ма аджру аль-амилин». И как же прекрасно место пребывания и награда совершающих благие деяния. И последний аят из суры Зумар. Аллах говорит: «Ватара аль-малаиката хаффина мин хаули аль-арши». И ты в этот день, после всех этих событий, после расчета, когда уже люди распределились по своим вечным обителям, ангелы будут кружить вокруг трона Всевышнего Аллаха, «Юсаббихуна бихамди раббихим», восхваляя его и очищая, «Вакудия бейнахум бильхакк». И в этот день между людьми, между творениями рассудят по справедливости. «Вакиля альхамду лиллахи раббил алямин». И все возгласят: «Хвала Аллаху, Господу миров». Обитатели рая восхвалят Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля за Его милость, за Его прощение. И обитатели ада тоже восхвалят Всевышнего Аллаха за справедливость, за справедливый суд, который Всевышний Аллах им оказал. Так вот же, как будут разворачиваться события, как будет происходить день суда,
как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разделит людей на две группы. И в этот день уже ничего нельзя будет изменить. Однако, пока мы живы и дышим, и находимся в этом мире, здесь мы можем повлиять на это. Здесь у нас есть выбор, каким путем мы пойдем, совершать благие деяния, руководствоваться религией Всевышнего Аллаха, сторониться запретного, или же следовать своим страстям, порокам и впадать в греховные. Исход обоих групп Всевышний Аллах нам объяснил в суре Аз-Зумар. На этом мы, иншаллах, завершим. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.